Смотри туда. Ты скажи здравствуйте, я скажу сегодня мы. Здравствуйте. Сегодня... Нет, давай заново я так сделаю. Здравствуйте. Нормальным голосом. Здравствуйте. Всем привет. Здравствуйте. Сегодня мы снимаем наше первое совместное в этом году видео с Никифором Кимовичем, потому что уже во вторник будем отмечать День защитника Отечества, 23 февраля. И темой нашего сегодняшнего разговора является самое знаменитое оружие автомат Калашникова, а точнее его изображение на деньгах мира. Да, совершенно верно. Автомат Калашникова был придуман Михаилом Тимофеевичем Калашниковым в 1947 году. В 1949 году он был принят на вооружение советской армии. И с этого момента началось победное шествие вот этого автомата по полям сражений стран мира. Михаил Тимофеевич считал это оружием защиты, а не нападения. Юбилейный альбом был выпущен к столетию Михаила Тимофеевича. Вот я написал статью для этого альбома. Автомат Калашникова на деньгах мира. Где поделился своими накопленными знаниями. Ну, в основном автомат Калашникова замечен на деньгах стран, которые поддерживали социалистический строй и были союзниками СССР. Первая монетка с автоматом Калашникова в 1971 году была выпущена в Ираке. Что у нас здесь изображено? Здесь изображен в колониальном шлеме со старой винтовкой иракский солдат, видимо, одетый по моде британской армии, и солдат иракской армии 70-х годов с автоматом Калашникова. А сколько всего у тебя монет в коллекции? Вот с автоматом Калашникова, 50, может, больше, не считал. А по странам, если их посчитать? Самое большее это у нас выпустил Мозамбик, африканская страна, которая официально разместила автомат Калашникова на своем гербе. Там, правда, китайский аналог автомата Калашникова с игольчатым штыком. То есть Китай выпускает автомат Калашникова, сначала выпускал по лицензии, а сейчас уже они штампуют сами свои модификации автомата Калашникова. Но все равно это автомат Калашникова. Потом израильский автомат Галил. Это тоже потомок Калашникова, потому что финны купили у нас лицензию на производство Калашникова, потом его переосмыслили и выпускали автомат Вальмет, который был взят за основу вот именно израильского Галила. Это внук Калашникова Галила. Вот Куба выпустила в честь 30-летия революции в 1989 году памятную монетку 30 лет революции. Там идет Фидель Кастро, вооруженный автоматом Калашникова на фоне восходящего солнца. Куба тоже, она очень любит автомат Калашникова, он у них и на бумажных деньгах, позже потом посмотрим. Потом, что у нас? Китай выпустил памятную монету в честь 50-летия. Памятные монеты, это которые сувенирные, они не в ходу, правильно? Да, это серебро. 10 юаней, это, отметить события. Вот они в честь 50-летия своей народной армии Китая выпустили вот такую монетку. Там у нас солдат, вооруженный автоматом Калашникова. Так, потом Эритрея. Эритрея — это молодое государство африканское, образовалось после раскола Эфиопии. У них была очень такая жестокая гражданская война, которая закончилась в 1991 году победой Эритреи. Эритрейские партизаны, здесь вот на монетках, они поднимают флаг на горе у города Асмера, столица Эритреи. Кстати, эритрейские партизаны так хорошо воевали, что захватили столицу Эфиопии Аддис-Абебу, посадили своего президента, И сколько это продлилось? ставленника, по-моему, порядка 10 лет. Ничего себе. И этот ставленник эритрейских партизан признал независимость Эритреи. После того она отделилась, Эфиопия потеряла свой единственный морской порт, и там, было все плохо. Но это произошло после того, как советские военные специалисты ушли из Эфиопии. В общем, это деньги с самой экзотической страны.
Да, там Ага. и денежки у них очень интересные, потом покажу. Килограмм серебра Я так подержу. номиналом 100 рублей. Килограмм, ну, там 900, какой-то пробы, 900, какой пробы? 925-й. Ага. Аргентиум. Красота какая Да, тяжелая. была выпущена в честь присоединения Удмуртии к России. И здесь вот на этой стороне у них самый знаменитый Ижевский машиностроительный завод, бывший оружейный, где вот производят ружья Иж и автомат Калашникова. Ты был в этом городе? Нет, пока не доехал. Ну, автомат Понятно. Калашникова у нас официально стоит на вооружении с 49 года, как я говорил. До 50 какого-то, 52 или 4 года он был секретным оружием. То есть солдаты, вооруженные автоматом Калашникова, носили их в чехлах, чтобы иностранные шпионы не увидели. Первый раз он был показан в кинофильме «Максим Перепелица». Это был какой-то 50... В общем, люди знающие, напишите в 57-й. комментариях, в каком году был выпущен фильм «Максим Перепелица». Да. Считается то, что если на своих монетах вы чеканите оружие, значит вы агрессивны. Да? Да. Поэтому у Мозамбика так Да, много. ну, Мозамбик оружием защитил свою свободу. Очень красиво. Моя коллекция началась вот с этого набора. Это монеты, отчеканенные в Новой Зеландии для островов Кука. И на них вот изображен Михаил Тимофеевич, автомат Калашникова. Это было выпущено в честь 60-летия автомата Калашникова. Вот серебряные монеты. На обороте посмотри, там Елизавета II. $2. Да, это меня очень, это ввело меня в ступор, как это на монетах потенциального врага наш автомат. Ну, потом я понял, что это было специально выпущено для коллекционеров. Потом у меня вот второй еще есть. Это вот новое пополнение, Да, правильно? это новое пополнение в 2019 году, в 2020 году осенью Вот купил так это. вот такой набор в таком оригинальном исполнении. Да, получается это в виде магазина от автомата Калашникова. Это монета Танзании номиналом 1000 шиллингов из серебра. Вот на деньгах автомат Калашникова засветился в 1978 году на деньгах Кореи. Северная Корея. Северно-народной, ой, нет, Северно-народная. Корейской Народно-Демократической Республики. Вот. Так, у них еще особенность была такая, что для разных гостей были разные деньги. И это отличались они по номерам и по надпечаткам. Когда вот такая зеленая надпечатка, это для внутреннего пользования, А в чем разница? и красная для соцстран. Отпечатка вот на этой банкноте. Легко отследить было, от кого деньги поступили. Контролировали денежный оборот внутри страны. То есть, чтобы капиталисты там не подкупили. Потом у нас в 1979 году появилась у Лаосской Народной Демократической Республики свои денежки. Здесь идет колонна демонстрантов, в том числе и вооруженных лаосцев, которые провозгласили социализм. Кампучия, Камбоджа сейчас, да, королевство? Сейчас на меня смотрит, чтобы я подтвердила. Да, потому что я забыл. Так, тут у нас представлены 4 слоя населения. Это вот мужчина в Учитель, очках. крестьянка, рабочий, солдат. Да, солдат вооружен автоматом Кстати, Калашникова. вот те же самые изображения, как ты говоришь, 4 слоя, а у корейцев то же самое, там также написано, изображены. Мгм. Ученый, крестьянка, солдат. Так, а тут у нас Мозамбик. деньги. Да, они с 83 года начали выпускать свои деньги, вот такие, где на гербе вот автомат Калашникова. Их очень много. Там у них тоже была жестокая инфляция, то есть номиналы росли вплоть до там, 500 тысяч. 1000 вот у тебя есть. Да, 1000. А вот здесь у нас денежки Анголы, 84 год. На этих деньгах нарисована высадка морской пехоты ангольской армии, вооруженные автоматом и Калашникова. Это деньги Кубы. Здесь у нас это 10 реал. С 91 года у них тут изображено автоматы Калашникова. Так, перейдем к Эритрея. бумажным деньгам Эритреи. Вот здесь красивые та же, такие. да, здесь та же картинка с
изображением партизан, которые водружают флаг на горе. Кстати, вот эту битву окрестили африканским Сталинградом. То есть осмели дрались на улицах, и в итоге они победили эфиопов. Так хорошо они сражались, что погнали их до столицы и дальше, посадили своего президента. За независимость длилась с 61 по 91 годы. Да, и сейчас, кстати, у власти вот эти партизаны, которые воевали против Эфиопии. Здесь вот смотрите, обратите внимание вот на это. Урал 375D используется в качестве железнодорожного локомотива. Ливан. Да, на деньгах Ливана, как неудивительно. Тоже есть автомат Калашникова, вот солдат. Это было выпущено в честь 70-летия армии Ливана. В 15 году, совсем недавно. Да, в 15 году вот пластиковая денежка была выпущена. И снабжение армии Ливана шло через Сирию и Иран. В том числе и автоматами Калашникова. Так, Абхазия. Тут у нас Абхазия, непризнанная республика. Выпущена в 18 году. Это недавно Еще выпущено. свежее. В честь 25-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии. Вот такая у них На война евро, была. да, похоже, смотри, с этими, Да, немножко. со звездочками. Угу. И здесь Издание тоже под вот, евро заказ. да, ополченцы, абхазские ополченцы тоже водружают флаг на какой-то горе. И здесь портрет первого президента Владислава Радзинбы. Вот. Так, теперь переходим к условным деньгам. Это рис, так называемые рисовые деньги китайские. Это талоны на рис из Были разных выпущены в городов. 80-м и в 90-м годах. Да. С помощью этих талонов можно было купить рис за деньги. Ну, как помнишь, в советское время тоже у нас Конечно, талонная помню. система. Талонная система была, когда... Кстати, оставлю ссылку на это видео, где мы снимали про талоны. Талоны. Есть какая-то купюра, которая тебе нравится больше других? По дизайну, может быть. Ну, боны Эритреи. Деньги Все Эритреи. прям? Ну, не все, но... Их же очень много. Но они красивые, африканские. А вот Куба каждый год выпускает такие 10 песо. Все с одинаковым рисунком, в принципе. Ну, разве что, может, оттенок немножко меняется. И годы выпуска. 2002, 2003, 2004, 2005, 2007. Видите, хотя бы одно отличие. Ладно, два отличия. Год выпуска не считаем. Нет, То есть я могу с этими деньгами приехать в Кубу. это да, и вот эти, да, эти ходят. Ну, я вот здесь Приднестровскую Молдавскую республику забыл прихватить. У них там была надпечатка 30 лет вывода советских войск из Афганистана. Тоже с автоматом Калашникова, там мемориал в Приднестровье есть. Но Я у тебя вот это забыл есть в коллекции. Она есть, но я забыл ее прихватить. Но получается, в той коллекции все купюры, которые были выпущены в мире с изображением автомата Калашникова. И что ты сейчас будешь собирать? Ты все собрал уже. Ну, почти все, кроме разновидностей. И, скажем так, дороговато брать монеты из драгоценных металлов иностранные, потому что они редкие и дорогие.